последнее время набирает популярность тема о том, что в интернете среди подростков пропагандируют суицид. Мол, дети играют каких-то китов, выполняют задания, а потом совершают самоубийство. На первый взгляд, опять глупые ребята нашли каких-то дураков в интернете, надо срочно все это запретить. Но если смотреть дальше своего носа, а родители с перепугу этого не делают, то можно понять, что причина вообще не в пропаганде. Сегодня я хочу осветить ситуацию с китами и разочарованными в жизни подростками так, чтобы все поняли истинную причину всего происходящего и вообще, что творится. Сначала давайте поймем, о чем конкретно мы говорим. Синий кит — это некий квест, в котором есть 50 уровней. Каждый день подростку в 4:20 утра приходит новое задание, и его выполнение нужно подтвердить фотографией. Если ребенок отказывается выполнять задание, его начинают запугивать, якобы знают, где он живет, якобы даже убьют его родителей. Если же подросток проходит квест, его призом становится собственный суицид. Как-то жутко, правда? Именно такую картинку преподносят нам СМИ. Но вся эта информация лишь обложка. Тема оказалась гораздо глубже, чем я думал, и гораздо интереснее. Поэтому наливайте чай, доставайте печеньки и приготовьтесь слушать все, что мне удалось для вас нарыть. Вы наверняка видели ВКонтакте множество записей, связанных с этой игрой, и они всегда сопровождались хэштегами. Два самых частых и важных из них — это «Море китов» и F57. Посты сопровождаются цитатками на любовную тему и мрачными картинками. Ну а весь этот переполох начался со статьи «Новой газеты», в которой утверждалось, что такие хэштеги являются для подростков позывными, если они хотят покончить с собой. Нужно оставить хэштег на стене, затем автору поста напишут из некой секты, дадут номер и скажут, где и когда он должен уйти из жизни. Итак, если о китах мы уже что-то знаем, то надо разобраться, что такое F57 и как оно относится к сегодняшней ситуации. F57 — это довольно старое сообщество с шок-контентом. Они собирали видео со смертями людей, а также на тематику сатанизма. Еще в 2015 году, когда случилось самоубийство Рины Поленковой, это просто один очень известный суицид одного подростка, они воспользовались этим и заявили, что Рина самоубилась не из-за проблем в личной жизни, как это на самом деле, а из-за секты, носившей название F57. Конечной целью ритуала F57 было якобы познание истины, и познавалась она как раз через самоубийство. Естественно, это неправда, но такая легенда вызвала огромный интерес к F57. В итоге эту группу заблокировали. А в это время в еще одном СМИ появилась пережеванная и неправильно предоставленная информация об нашей ситуации. Там намешано достаточно много информации, но почти все предоставленные материалы являются фейковыми. То есть люди понасоздавали сообществ с названиями F57 и раскручиваются на славе оригинальной группы, а СМИ думает, что это все настоящее F57. Возьмем яркий пример. В то время была одна кучка людей, которые среди подростков запустили игру Квест, где по сюжету через 6 дней должен был произойти конец света. Подростки разгадывали шифры, и цель игры была познакомить подростков с алгоритмами шифрования в современном программировании. К истории с суицидами они вообще причастны не были. Тем не менее, из диалога об этой игре повырывали из контекста несколько фраз и приписали к этому диалогу 130 подростковых суицидов. Однако, после обращения к сотруднику Ленты.ру, я узнал, что их редактор отказывается говорить, откуда у него такое число. К тому же, из этого количества нет ни одного подтвержденного суицида из-за групп смерти. Ни одного. Но зато игра с шифрами была так классно проработана, что некоторые группы, делающие вид, что они F57, стали использовать фразочки из той игры, чтобы их секта выглядела эпичнее. Но использовалось это не просто так. Обычно ко всем этим постам прикреплялся хреновый русский рэп из андерграунда, и таким образом он просто пиарился. То есть такая пропаганда создавала некую привязанность к поддельной группе F57, а значит и к ее музыке. Короче, эти игры использовались для раскрутки музыкальных композиций. Создателем одной из таких групп был Филипп Лис. Именно тогда происходила история с номерами. Всем, кто постил хэштеги, писали в личные сообщения, выдавали номер, давали задания и призывали к суициду. Странно, что на это вообще кто-то повелся, ведь все высказывания сектантов были очень шаблонными и клишированными. Помимо всего, создатели F57 придумали некий флешмоб, а именно массовое самоубийство всех участников игры. Участники получали фотографии с порезанными венами, должны были выложить их на своей странице ВКонтакте, а затем не заходить на страницу месяц-другой, чтобы все думали, что человек действительно мертв.
После этого создали публикацию, в которой указали всех, кто инсценировал свою смерть. Вот такой вот тотальный развод. Многие, в том числе СМИ, поверили, что эти массовые самоубийства реальны, из-за чего и поднялся весь этот шум. С тем, что такое F-57, мы разобрались. А что насчет хэштега «Море китов»? Начнем с того, что «Море китов» — это ник человека, который тоже был причастен к этой истории. Он рассуждал о жизни, писал свои рассуждения в самые разные группы ВКонтакте. Затем он создал для своих мыслей собственный паблик и назвал его «Море китов». Тогда он возымел некую популярность, и уже знакомый нам Филипп Лис воспользовался этим для пиара, заявив, что «Море китов» выдавал ему номер суицида. Это, конечно, неправда. Тем не менее, «Новая газета» почему-то поставила «Море китов» в один ряд с Филиппом Лисом. Все подумали, что «Море китов» и есть администратор F-57, а Филипп Лис, наоборот, стал говорить, что он и есть море, и продолжал выдавать людям задания. Вот такая вот ересь творилась. В этом замешано еще много-много людей, а участники всех этих игр уже на 99% состоят из тех, кто написал хэштеги и просто хочет посмотреть, что будет дальше, либо просто троллей. На вопрос, зачем все это, ответить легче легкого. Филипп – музыкант, и, как признался на интервью, собирался накопить большую аудиторию, чтобы потом продвигать среди них свою музыку. Затем прикрыть всю эту эпопею с заданиями и вообще сменить тематику группы чисто на музыкальную. По факту никто из замешанных в этой истории не решался играть с жизнями людей. Разве что Филипп, но он не толкал их на суицид. Ему, если точно сказать, было просто все равно. Он не препятствовал этому. Пока что не удалось доказать ни один суицид, связанный с этими группами напрямую. И если СМИ говорят о самоубийствах, это еще ничегошечки не значит. Помните, что интернет сейчас тщательно прослеживается. Если хоть одно самоубийство было бы доказано юридически, то виновников сразу бы вычислили и осудили. К тому же подростки, потребляющие такой контент, являлись не более чем подписчиками. Очевидно, что контент душевного характера будет положительно воспринят подростками, у которых в жизни все не очень хорошо. Понятно, что от грустных постов, сопливых цитаток и мрачной музыки жизнь лучше не станет. Но все-таки мне кажется, что это не первое, что толкает людей на суицид. Уверен, что все наоборот. Подросткам такой контент, скажем, просто попадается под руку, когда они к этому готовы. Ведь никакой действительно счастливый человек не станет вступать в секту. В общем, по факту, все вышеописанное просто небольшая подростковая культура. Но несмотря на это, высокопоставленные люди все еще видят проблему в интернете. И единственный их путь опять цензура. Конечно, несовершеннолетним гораздо легче внушить неправильную для жизни информацию, но искать в интернете виноватых нужно не в первую очередь. Мне кажется, что такое состояние у подростков – оплошность родителей. Не доглядели, не досмотрели. Проблемы в школе, плохие отношения с ровесниками, интересы молодежи в целом, куда они катятся. Вот куда нужно смотреть в первую очередь. Ну и конечно, можно винить интернет, родителей и весь мир. Но в первую очередь человек должен надеяться на себя. Если ты, мой зритель, в подростковом возрасте, живи в свое удовольствие. И да, пожалуйста, поставь лайк, если тебе было интересно. Тогда ролик смогут увидеть большее количество человек. Также делись видосиком с друзьями, пиши в комментарии, что думаешь об этом, и заходи на мой канал. Там я творю всякую неведомую дичь, которую лучше не смотреть. До новых встреч.